Рапсодия в стиле блюз – выдающееся сочинение композитора Гершвина. Его необычные интонации, страстные, местами бойкие моменты, бьющая через край темпераментность всегда вызывают у слушателей восторг. Особую выразительность рапсодии придают духовые инструменты. Все начинается с кларнета. И точно в великую композицию «Кларнет» ворвался и в жизнь Ирины Дагоевой. Она музыкант, кларнетист Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония». Я родилась в Верхнеблюйском Улусе, село Хоро-Харинцы. Я оттуда родом, мой папа. Это родина моего отца. И в 8 лет я поступила в высшую школу музыки. И вот научилась быть музыкантом. Потом я приехала учиться в Москву, в Российскую академию музыки. И после завершения обучения я сразу стала работать в Русской филармонии. Сыграла конкурс. И с 2008 года до сих пор работаю в этом коллективе. Уже 14-й сезон Ира играет в Русской филармонии. Со сдержанной грацией и изяществом она исполняет музыку абсолютно разных жанров – от классики, джаза, эстрады до рока. Ирина – тонкий музыкант, не боящийся искать трудные смыслы в том, что другим кажется простым. Но, как и за каждым взрослым, за ней стоит маленькое чудо родом из детства. В 8 лет ты начала уже играть на своем любимом музыкальном инструменте. Как это произошло? С чего ты начала? Почему ты вдруг подумала, что музыка — это твое? Я так не думала, так получилось, но просто с самого раннего детства я проявляла творческие свои способности, и в том числе музыкальные. Я где-то с 3-4 лет выступая на сцене, я пела, танцевала. И как раз в 1994 году открылась музыкальная школа, высшая школа музыки, да, специализированная музыкальная школа, которую основал наш первый президент Михаил Ефимович Николаев. Папа прочитал объявление в газете о том, что проходит набор, и родители решили таким образом поступить. И я поступила в школу. Сразу решились участвовать на конкурсе в Вилюйском регионе. Там, значит, Вилюйск, Верхневилюйск, Сунтарь и Нюрба. В конкурсе было где-то около, больше 60 участников. Комиссия выбрала только 4. Среди них была Ира. Мы так обрадовались. С этого момента у нее уже совсем другая жизнь началась. Тебе 8 лет, ты оказываешься вдали от своей родины, оказываешься вдали от своих родителей. Все, ты уже совершенно взрослый, самостоятельный человек, 8-летний. Какие у тебя были эмоции и впечатления именно в первый день нахождения в высшей школе музыки? Первое мое впечатление – пригородный автобус Табагинский. Я увидела из окна, и мне сказали, что вот она, твоя школа. И я увидела деревянные дома. У меня было полное разочарование, потому что я же из деревни родом, а там деревянные дома. Мне же сказали, что я еду в город учиться, а город для меня это значит высокие каменные дома. Я думала, я буду на лифте кататься. А тут двухэтажные, одноэтажные деревянные дома. В общем, такое у меня было первое разочарование. Но когда я уже зашла в эти здания, конечно, там все совсем из других материалов, все совсем другое.
И это было все мне очень интересно, так что у меня не было какого-то стресса такого, что я вот сидела, плакала, скучала, тосковала, ничего такого не было. Но первые 2 года мне было сложно именно вот на кларнете. Наверное, чисто физически мне было сложно, потому что, я маленькая совсем была, и мне сразу дали вот такой большой инструмент. Вот. Нет, а так как каких-то особых трудностей, вот прям трудностей я не испытывала. Все было очень интересно. Мне очень понравился звук кларнета, и мне очень понравился мой преподаватель Валерий Федорович Беляев, самый добрый человек. Она очень показала себя требовательной, и она с первых уроков показала себя способной и одаренной. Потому что она маленькая, когда была, она начинала заниматься на скрипке. Поэтому у нее были хорошие все данные для музыкантов. Дети не все понимали музыкальную грамоту. Вот. А она у меня была как переводчица. Когда она стала заниматься, она была первой девочкой фактически, девочка, которая играла на кларнете в Якутске, учиться. Никого еще не было таких. Часто я приезжал рано, в 8 утра, это было март месяц, и девочка стояла и ждала меня. Автобус пока задержится, опаздывает. Она все равно меня ждала, стояла, приходила. И мне понравилось то, что она была исполнительной в этом отношении. Это редкость такая, чтобы дети ждали педагога, будем что говорить, и не ждут, и не приходят даже. Первые уроки на кларнете, первые успехи в исполнительском искусстве. Еще будучи школьницей, Ира добилась убедительных побед в музыкальных конкурсах. Ей аплодировал Владивосток, Новосибирск, Петербург и Москва. Благодаря стараниям, во многом характеру и темпераменту, карьера кларнетистки развивалась также стремительно. В старших классах в параллель учебе Ира уже работала музыкантом в театре оперы и балета имени Суаруна Амеллана. Уже с 14 лет она начала работать. Вот Валерий Федорович, я не знаю, будет он говорить об этом или нет, но у него такая методика практикоориентированная. Он посадил своих учеников рядом с собой, потому что это действительно самая настоящая практика. И они переиграли практически весь репертуар, но совсем с молодых ногтей. Несмотря на то, что она и в театре работала, и у нас все-таки много дисциплин. Знаете, высшая школа музыки – это и общеобразовательная школа, и музыкальные предметы, и все-таки там необыкновенная музыкальная школа, там завышенные у нас требования. Она все успевала, тем не менее, действительно, голова хорошая. Мне многие говорили, зачем ты девочка, еще и 14 лет, даже меньше было тогда, а там взрослая, и хорошо же. Смотрю, к этому как-то спокойно относилась и заиграла, и она очень прекрасно среди них выглядела, не терялась. А играть такую музыку известных композиторов, как Чайковский, Римский-Корсаков. Ира с самого детства стремилась стать виртуозным исполнителем, но не познав всех азов, невозможно проникнуть вглубь искусства. Поэтому после высшей школы музыки для нее открылись двери именитой Гнесинки в Москве, Российской академии музыки, а затем и консерватории в Париже. Я поступила в данное учебное заведение в класс профессора Ивана Пантелеевича Мозговенко. Это еще один выдающийся человек в моей жизни. Вообще мне очень повезло с моими учителями. Это в высшей школе музыки был Валерий Федорович Беляев. Все мои учителя были не просто выдающимися профессионалами, но самое главное, что они были выдающимися людьми. Человеческие качества всегда были на высоте. Годы обучения тоже были интересными. Я участвовала тоже в разных конкурсах. Так получилось, что у меня была стипендия фонда Ростроповича. И с помощью этой стипендии я отучилась. У меня появилась возможность отучиться в консерватории в Париже 1 год. И училась я у знаменитого французского профессора Мишель Арньон, его зовут.
И это был, конечно же, необычайный опыт. Французская кларнетовая школа очень сильная. Она, можно сказать, передовая вообще на международном уровне. И я выбрала именно Францию, именно Париж, именно этого профессора, потому что я понимала, что это лучшее, и я хочу вот перенять опыт у лучших. Закончив учебное заведение, я поступила, сыграла конкурс и работаю в Русской филармонии. Русская филармония – большой симфонический оркестр Москвы. Первый и единственный за всю многовековую историю столицы. Ирина в составе оркестра с успехом выступает и в России, и за рубежом. Это более 100 концертов в сезон. Здесь работают лучшие музыканты страны. Профессиональные кларнетисты всегда имеют два кларнета, си-бемоль и ля. Это разный, строй разный, да, вот это звучит на полтона ниже, соответственно, полтона выше. И, вот как он собирается, вот, пожалуйста, ведь он разбирается на 5 частей, так вот собирается. И финальное это вот мундштук. Так, сюда крепится трость. Так вот. И вот, пожалуйста, кларнет готов. Вот. Это черное дерево. Видите, здесь структура дерева, да, вот видно. Это последняя модифицированная модель Legend. И Буффе Крампон – это всемирно известный французский производитель кларнетов. Наш оркестр приобрел вот недавно, в конце декабря мы получили эти кларнеты. То есть они совсем новые, блестящие, красивые. Придерживаемся многожанровой политики, работаем в разных жанрах, в разных направлениях музыки, порой диаметрально противоположных. От барокко до рока, да, от классики до эстрады, джаз. У нас для музыкантов, которые хотят что-то показать, могут что-то сделать, у нас есть такие возможности. Вот тому как раз наглядный пример герой нашего репортажа Ирина Дагуева. Она не только успешно выступает в составе оркестра, но также в некоторых программах выходит на сцену как солистка. Часто у нас идет, конечно же, программа из произведений Сергея Васильевича Рахманинова. Поймать такой легкий, да, полетный звук в зале, сделать красивое пиано, тоже нужно мастерство. Программа «Классика Energy» у оркестра, где классические мелодии звучат в самых неожиданных преломлениях, в интересных очень аранжировках. В том числе там есть номер из времен года Вивальди «Весна», где в джазовой обработке мы слышим известные всем темы. Там тоже играет соло-кларнет, здесь как раз вот Ирина его исполняет, она выходит на авансцену впереди оркестра. В исполнении Ирины что Вивальди, что Пьеццола или Брамс звучат так, будто эта музыка только на кларнете и может быть по-настоящему исполнена.
наравне с произведениями великих композиторов мира. Ира также с удовольствием исполняет и композиции якутских авторов. В Москве она даже организовала концерт выпускников Высшей школы музыки, посвященный столетию поспредства Якутии и автономии республики. И сегодня вашему вниманию будут представлены произведения маститых композиторов, которые стояли у истоков становления профессионального музыкального искусства в Якутии, а также современных авторов. Родина и вот эта индивидуальность, это как самоидентификация, да, получается. Национальность, родина — это все важная часть твоей индивидуальности. Взаимодействуя с поспредством, таким образом я развиваю свою индивидуальность. Конечно, я скучаю, и я скучаю за тем, чтобы за якутской речью. Мне хочется регулярно на этом языке общаться, на своем родном языке общаться. Самое прекрасное в человеке – любовь к родине. И эта любовь у Ирины слышна в каждом аккорде. На праздничном вечере поспредства она собрала золотой состав музыкантов, тех, с кем разделяла школьную парту, и тех, кто гордо носит звание выпускников Высшей школы музыки Якутии. В ее, классе было 11 человек. Она закончила с отличием, с красным дипломом. Но вот в этом ее выпуске были тоже такие прямо дети очень яркие. Вот Жора Байдютов, он тоже сейчас в Москве. Михеев Николай, произведение которого играли недавно на концерте. Это ее однокурсник. Иванова Надежда Виночелиска, она тоже у меня училась. Она тоже принимала участие в этом концерте. Ну, в общем, действительно, ребята не подвели. Вся классическая музыка, она очень красивая. Вообще, любая талантливо написанная музыка, она неважно, Моцарт, Бетховен. Я не могу выделить для себя какого-то одного композитора, такого у меня нету. Я очень люблю вокальную музыку. Мне с детства очень нравится творчество, раннее творчество Егоровой, Алексея и Екатерины Егоровой. До сих пор слушаю их песни Джекуска Гахартюгер, Сардана. И когда мне хочется поностальгировать, скучаю по родине, включаю эти песни. Ваши аплодисменты, друзья. Шепелева Валерия, Степанова Надежда, Евгений Богомолов и Дагуева Ирина. Она пригласила поучаствовать в концерте выпускников, и я с удовольствием откликнулась, и мы как раз все встретились, как-то вспомнили нашу атмосферу наших отчетных концертов, как-то все это навеяло. Она была тоже, в общем, достаточно активной и целеустремленной, потому что результаты мы видим, без этой целеустремленности, и упорности, которая проявляется с самого детства, невозможно достичь того, чего достигла она. Во-первых, она была всегда очень серьезным ребенком. Если мы еще какие-то были шаловливые, что-то баловались, Ира всегда была очень серьезная девочка. Да, школа жизни, конечно, была непростая. Тут скрывать ничего не имеет смысла. Но сейчас мы понимаем, что именно это нас закалило. И благодаря этому мы чего-то добились. Ира, в общем-то, это сейчас наше связующее звено всех выпускников, какие-то мероприятия, которые проходят в поспредстве, концерты, какие-то встречи, это все она организовывает, да.
Знакомство с Ириной завораживает не меньше, чем погружение в ее творчество. Ее искренность и глубина прямо пропорциональны ее постижению музыки. Для девушки музыка не просто дело всей жизни, но и большой вклад в развитие всего искусства. Виртуозная игра Ирины поистине безгранична. И впереди ее ждут новые свершения, которые непременно оценят слушатели и Москвы, и Якутии. Вот после концерта 16 марта мы с ребятами, окрыленные, вдохновленные, конечно, мы наметили некие планы. Мне понравилось организовывать концерты. Да, вот, допустим, в 2018 году было 25-летие нашей школы, и мы с моими друзьями организовали такой поздравительные концерты для нашей школы. Совместно с филармонией мы дали концерт на площади Ленина. И мне с тех пор вот очень понравилось, и я бы хотела серьезно в этом направлении развиваться. Мне понравилось вот направление якутская музыка, исполнять якутскую музыку. В этом направлении работать. Только за одним мелизмом у музыканта стоят десятки репетиций. За одной исполненной композицией годы стараний, умение видеть прекрасное, желание не останавливаться на достигнутом, любовь, которую Ира вкладывает в каждое выступление, не просто отзываются у слушателей громкими аплодисментами, но и помогают артистке брать еще большие высоты. И если музыка способна наполнить жизнь каждого человека смыслом, то творчество Ирины говорит гораздо больше, чем слова. Для меня была задача, что просто научить этого ребенка, талантливого, способного, дать ей дорогу жизни. У нее все получится. За какой бы проект она ни взялась, я думаю, любой проект она раскроет, покажет. Даже и сама придумает, она может, как говорится, состряпать, как блинчики. У нее, по-моему, такая цель была достичь высоких целей, потому что вот я вспоминаю такой случай, по-моему, это 8 марта было. И Ира поздравила меня и пожелала, чтобы я увидела весь мир. И я тогда поняла, что, наверное, это ее заветная мечта — посмотреть действительно весь мир, и она всегда куда-то была нацелена. Иру я знаю как очень целеустремленного человека, великолепного музыканта, можно сказать, что уникального музыканта. Я не знаю больше кларнетистов на таких позициях в Москве. Нужно быть очень целеустремленным человеком, чтобы занять такую позицию. Вот 100% уверенностью я скажу, да, мы были уверены, что из нее получится вот именно вот такой музыкант, профессионал своего дела. Она, потому что с самого детства показывала свою целеустремленность, какую-то цель, если поставить, то она всегда достигает, поэтому всегда поддерживаем и очень гордимся нашей дочкой. Мир музыки, мир искусства — это особенный мир, это очень красивый мир. И я человек, который всегда, вот с детства, я всегда стремилась к красоте. Канадская высшая школа музыки. Я там училась 10 лет, это, я считаю, вот до сих пор это мои самые счастливые годы. Очень было насыщенное обучение. И мне на моем музыкальном пути встречались только самые лучшие люди, начиная от моего педагога, заканчивая, вот Валерий Федорович, да, заканчивая Ростроповичем. Ну, если бы я не стала музыкантом, осталось бы жить в деревне. Ну, когда бы я встретила этих людей? Ну, никогда. Но есть всегда куда стремиться, развиваться. Я человек, вот насчет хобби, да, я люблю развиваться, вот мое хобби. Вот, и не люблю что-то вот однообразное, стоять на месте. Вот, я люблю развиваться, и с каждым прожитым годом я становлюсь, во-первых, мы все становимся мудрее, естественно, да, я становлюсь открытие миру, учусь доверять миру, вот так вот. Вот в этом направлении у меня жизнь ведет.
Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Джур Березкин, Москва, Якутск.